С момента окончания Второй мировой войны прошло 69 лет. До сих пор в канун 9 мая начинается война за прошлое и споры о том, что уместнее в День Победы – флаги Победы, парады или молитвы за погибших. Как относятся к этой дате жители Камрата, выяснялось на его улицах. Это же наша история, и все равно, как же без прошлого будущего никак не будет, наверное, и не представляем будущего. И это часть нашей жизни. Но если есть наши, как-то наши дедушки или прадедушки, все равно как-то. Я считаю, что каждый из нас должен в этот день хоть как-то, но отпраздновать. И лично для меня это патриотизм, наверное. Пока люди помнят, вот не будет вот этого Майдана, не будет Украины этой, не будет войны среди населения, мне кажется, вот пока помнят. Надо помнить про победу, надо помнить за Великую Отечественную войну и вообще, я не знаю, надо наказывать, наверное, за то, что пренебрегают вот этим всем, забывают. Ну как, в августе 44-го нас освободили, а они считают, что оккупировали. Это неправильно. Накануне 9 мая на улицах города повсюду можно увидеть молодых людей, которые раздают прохожим георгиевские ленточки. Раздаем георгиевские ленточки, это знак 9 мая, как память. И люди с удовольствием берут, некоторые просят и по 2, и по 3 на машину, и семьям раздать. И вообще, чтобы все знали, что когда-то была война, и в честь этого просто, чтобы не забывали. Берут или, может, отказываться? Как относятся? Нет, берут все, берут по 5, по 4, по 3. Всей семье на машину. Люди помнят. А вот вы лично зачем это делаете? Вам это нужно зачем? Я просто делаю от души, чтобы все люди помнили это. Я очень мечтала за эту ленточку. А что для вас значит эта ленточка? Многое значит для меня ленточка. А зачем вам столько штук? Это мне, дочке и сын. Понимаете, а вот что означает, знаете? Что? Это черный, это пороховой дым, а оранжевый – это огонь из пушек. Все дальше уходит 9 мая 1945 года, но люди до сих пор помнят, какой ценой досталась отцам и дедам победа.